Здравствуйте! Доброе утро! Мы Рустам Каримулин и я, Соль Мухамедянова. Встречаем вас этим утром. Рады вас приветствовать. Сегодня 20 марта, вторник. Как всегда, все утро будем заряжать вас позитивной энергией, давать полезные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни. И вот несколько тем сегодняшнего разговора. Актуальные рецепты счастья. От чего зависит наше настроение? В стиле сочетаем вещи правильно. Без рецепта. Простые способы укрепить сосуды. Счастье для каждого человека – понятие относительное. Одни радуются встрече с друзьями, другие очень любят путешествовать. Так или иначе, каждому важно понять собственные потребности, чтобы чувствовать себя полностью счастливым. Существуют психологические приемы, которые помогут стать счастливее. Главное – верить и ставить перед собой верные цели и достигать их ради счастья. Жизнь Лилии Салаховой состоит из постоянных моментов счастья. Чувствовать аромат любимого чая, смотреть на улыбающихся людей, забыть на какое-то время о повседневной суете и просто встретиться с подругами. Вот оно счастье – оставаться собой и при этом нравиться людям, любить и быть любимой. Женское счастье, любой вид счастья, на самом деле, он не появляется от чего-либо из появления или покупки, а оно, наверное, должно быть в первую очередь в самом человеке. Если он счастлив, он видит счастье вокруг, он получает отовсюду и дарит его. И тем самым, встречая мужчину, становишься, наверное, еще в 2 раза счастливее. По мнению Лили, чтобы чувствовать себя счастливой, очень важно окружать себя счастливыми людьми. Ее подруги Юлия и Елена уверены, они рождены счастливыми и должны приносить в этот мир любовь. Я счастлива, потому что у меня есть любимая работа, у меня есть родители, которые меня очень любят и даже балуют, я это очень сильно люблю. Ну и, естественно, у меня есть молодой человек, которым мы уже планируем дальнейшую семейную жизнь и малышей, которые принесут тоже свое счастье. Для меня женское счастье – это когда ты любишь и любима, когда близкие рядом. Это когда ты заботишься о ком-то, и есть кто позаботится о тебе. И, наверное, для каждой женщины счастье – это материнство. Женское счастье, оно происходит, так, поэтапно. Вот, допустим, в подростковом возрасте это девочка мечтает о молодом человеке. Она его встретила, да, все хорошо, она счастлива. Потом в дальнейшем она мечтает о браке, а дети – это белое платье, вновь счастье, тоже другое такое. Затем в браке она уже мечтает, наверное, о семье, о детях. Это уже такое семейное, женское тоже счастье. И вот это вот счастье, оно в дальнейшем уже переносится, наверное, на ее детей. Если у них все хорошо складывается, женщины тоже счастливы, и ей хорошо самой. У каждой счастливой женщины свой рецепт счастья. Самое главное – научиться получать наслаждение от каждой минуты вашей жизни, что бы вы ни делали. Не ждите чуда, творите его сами. Чаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку. Оглянитесь по сторонам, кто знает, может, ваше счастье сидит за соседним столиком. Здравствуйте! Если хочешь изменить свою жизнь, начни с себя, считает Марат Башаров, режиссер, постановщик и исполнитель главной роли в проекте «Разговор с душой. За гранью», который стартовал в Казани. Подробнее об этом культурном событии поговорим с гостями студии, актером, автором сценария и поэтом Ринатом Абяновым и продюсером постановки Азатом Галямшиным. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о чем ваш проект и в каком жанре он представлен? Наш проект «Разговор с душой за гранью», он о вечных ценностях. И этот проект уже 3-й год в своих видоизменениях проходит в Москве и по регионам. И он уникальный тем, что он не только в России, но и в мире. Никто о вечных ценностях не говорит, как мы. Это что-то совмещенное с театром, мюзиклом, шоу и даже балетом, можно сказать. То есть мы соединили несколько разных жанров, сделали кросс-жанр и в современной форме попытались донести сложные темы.
Да, интересно. Вот герой, которого играет Марат Башаров, это успешный бизнесмен, который ведет беспечную жизнь. И к вере и самопознанию он приходит, будучи на грани смерти. Ваша постановка – это притча, урок, наставление? Безусловно, наша постановка – это притча, это некий срез, там, где каждый персонаж, он отображает одну из частей современного общества. Поэтому вот тот формат, который мы выбрали, мы очень долго, много лет искали тот формат, где бы мы могли выстроить диалог между обществом и, например, людьми, представляющими духовность, потому что, к большому сожалению, мы можем сейчас наблюдать, что некий кризис духовности, он уже обозначился. И мы бы хотели показать своей постановкой то, что мы готовы к диалогу. И, соответственно, дать возможность людям увидеть в одном из персонажей себя. И вот, что касается первой части, что касается второй части, нам, как участникам, нам, как организаторам, приятно то, что люди, приходящие на постановку, люди ее видящие, говорят о том, что где-то они увидели себя, где-то они увидели ту часть их жизни, в которой они уже были. Где-то это дает им возможность, дает некий стимул более созидать, например, где-то измениться. И это дорого стоит. Знаете, когда первая часть была, мы немножко формат поменяли, и представление было в Крокусе, я шел по залу, и стояло две женщины с детьми. И одна женщина, другой говорил: пойдем зайдем к маме, она вроде здесь недалеко. Женщина говорит: нет, давай в следующий раз. И маленькая девочка говорит: мама, ну ты же сама слышала, что нельзя откладывать хорошие дела, поедем сейчас. Они так подумали, говорят: поехали. Я думаю, ну, значит, мы попали. Да, все-таки достучались вы до сердец. Да. Ренат, вот вы помимо того, что являетесь автором сценария, вы еще играете одну из главных ролей. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Сложность в том, что в первую очередь я имам, и уже потом, так сказать, и поэт, и все остальное. Роль сложная, потому что я играю человека, существо, которое отображает зло. Ну, наверное, с одной стороны, легче играть, потому что такая роль, она дает много возможностей на сцене. А с другой стороны, легче играть почему? Потому что по долгу своей службы приходится общаться с людьми, приходится видеть разные жизненные ситуации, и они становятся тебе настолько... То есть вы пропускаете как-то через себя, да, получается, совершенно верно. Как некое сито, ты пропускаешь через себя, и уже потом ты хочешь дать некий ответ. Знаете, проповедь, она может быть разная. К большому сожалению, не всегда люди приходят в мечеть. Далеко не всегда приходят люди в мечеть. А условно говоря, когда в мечеть приходит человек и говорит: давай поговорим по душам, это подкупает. И, конечно. Люди вот к этому диалогу они готовы. Вот, но роль сама по себе сложная, эмоционально сложная. Вот, но я надеюсь на то, что все-таки в основе благие, благородные намерения, вот, и Всевышний дает сил, и по мере своих скромных сил я пытаюсь ее как-то вот показать на сцене таким образом, донести, да, чтобы люди поняли, зло это хорошо, это нехорошо. Я вам скажу, что Ренат, который сидит сейчас здесь, и Ренат, который на сцене играет Джинна, это два разных человека. Правда? Согласен. Да. Ценности, о которых вы рассказываете в своей постановке, они всеобъемлющие. Вот можно ли сказать, что понятен спектакль для людей всех вероисповеданий? Безусловно, потому что в нашем проекте участвуют не только мусульмане. В этом году к нам присоединился Александр Головин, который с большой радостью и энтузиазмом включился в работу. Поэтому мы говорим, в принципе, об общих ценностях, но, в принципе, авраамические ценности не так близки, но поскольку на них зыждется просто и общечеловеческие ценности, поэтому каждый человек, который придет, независимо от вероисповедания, от своего отношения к миру, к жизни, к духовности, он этот спектакль почувствует. Вот вы говорили о видоизменениях проекта. Вот это уже вторая часть, да, мы так поняли. А будет ли продолжение? Вы знаете, мы поняли, что этот формат однозначно удачный.
Изначально этот проект назывался «Мавлид ан-Наби». Он организован Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Духовным управлением мусульман Москвы. И раньше он проходил как концерт. 10 лет он проходил как концерт. И когда уже на 10-й год пригласили Махир Зейна, самого известного исполнителя духовных песнопений в мире, и столкнулись с небольшим таким тупиком. А что дальше? Выше уже некого приглашать. И вот тогда, в частности, вот под руководством Ринатова идея такая была предложена сделать это в форме театрализованной постановки. И это однозначно заходит. Вы знаете, я специально сижу в зале. Вот продюсер — это такой человек, который он работает очень многие месяцы до мероприятия, а на мероприятии он может сесть и посмотреть все из зала. Потому что его работа заканчивается. Да. И я вчера сидел, вы знаете, сперва вот рядом со мной сидела девушка. Сперва она плакала так чуть-чуть и пыталась прикрывалась. Потом она уже стала ее потрясывать, она навзрит. А в конце она, знаете, так плакала, что ей уже было все равно, потому что ее эмоции просто выходили наружу. И я наблюдал за залом, многие не только пускали одну скупую слезу, а действительно даже рыдали, и для нас это высокий показатель. Значит, этот формат однозначно удачный, мы будем его продолжать, но хотим снова придумать еще какие-то вариации. Это замечательно. Мы знаем, что вчера был аншлаг. Мы желаем вам аншлагов на каждом выступлении. Спасибо вам огромное, что пришли к нам с утра пораньше, и до новых встреч. Спасибо большое. До на наших проектах. Спасибо большое. Всего Успехов доброго. вам. Здравствуйте! Итак, сегодня 20 марта, и вот какие прогнозы на этот день дают нам звезды, согласно гороскопу. Овны – это подходящее время для активного решения семейных и хозяйственных проблем. Обладая невиданной энергией, любой овен способен устранить их одним махом. Тельцы. Ровное и стабильное настроение сопровождается ощущением неопределенности. Ваши лучшие помощники, близкие родственники и давние официальные партнеры. Близнецы. Несмотря на соблазн бросить все и идти вперед, придется заняться рутинными вопросами. В круг ваших интересов также может попасть стабилизация семейных отношений. Не суетитесь, но и не теряйте время зря. Раки. Сейчас отлично приспособлены к знакомым трудностям, но им не просто сразу и безоговорочно принять что-то новое. Возможно, вас сочтут неисправимым консерватором, но это лучше, чем без подготовки пускать свою жизнь под откос. Львы. Вы мечтаете о прекрасной и свободной жизни, но звезды вносят в ваши мечтания свои неумолимые коррективы. На протяжении всего дня вам придется поддерживать сложившийся порядок и укрощать свой темперамент. Получив заряд бодрости от процесса преодоления препятствий, девы сегодня начинают вновь стремиться к покою, системе, защищенности, предсказуемости. Поэтому не оставайтесь подолгу в непривычной обстановке. Это были прогнозы гороскопа на сегодняшний день, и мы продолжаем разговором об укреплении наших сосудов. Атеросклероз, варикоз, нарушение умственной деятельности, проблемы с сердцем – все это может быть следствием снижения тонуса капилляров, вен и артерий. Вот почему важно укреплять наши кровеносные сосуды. Заработались? Постоянные дела не дают нормально выспаться? Хотя вроде бы и работа нравится. Знаете, сильная усталость и стресс приводят к ухудшению самочувствия. А если еще и относиться к жизни негативно, то болезни сосудов обеспечены. Уже доказано, основной их причиной является невроз, недовольство собой, сильный стресс и даже скучная работа. Поэтому атеросклероз, варикозное расширение вен и вегетососудистая дистония стали болезнями нашего века. При этом сужаются артерии, либо расширяются вены, теряют эластичность стенки сосудов. Симптомы просты: головокружение, слабость, сердцебиение, холодные руки и нарушение координации. Заболевания сосудов поразили уже каждого четвертого в мире, но есть и исключения. Занимаюсь спортом, доступным мне. Нахожусь в движении, употребляю пищу, которая полезна для меня и не вредит сосудам. И думаю, из-за этого у меня все-таки нет заболеваний сосудов и не будет. Для здоровья сосудов важно вести активный образ жизни, быть оптимистом и правильно питаться. Причем в основном растительной пищей. Ешьте овощные блюда, постные супы, каши, мед. Пейте зеленый чай и больше воды. Не жарьте, а варите блюда. Можно освоить блюда в пароварке. Витамин С способствует укреплению стенки сосуда. Ежедневно должен быть хотя бы один крупный апельсин. Или квашеная капуста в рационе, или достаточно большое количество яблок. В овощах содержится большое количество биофлавоноидов, которые также будут приводить к тому, что наши сосуды не будут такими ломкими и не будут происходить кровоизлияния. Красный болгарский перец, пищевая зелень, укроп, петрушка, они будут содержать и биофлавоноиды, и витамин С вместе, но их количество должно быть все-таки большим.
Витамин Е, он у нас способствует развитию коллагена в сосудах, да, и эластин, и эластичных волокон в сосудах. И он у нас содержится в основном в маслах. Хлопковые масла, рапсовые масла, подсолнечные масла, в некоторых крупах, как гречневая крупа, овсяная крупа. И его также необходимо употреблять в достаточном количестве. Норма 15 мг. Восстановите нарушенное равновесие сосудистой системы, проведя простой массаж. Поднимите руки до уровня груди ладонями к себе и сплетите пальцы. Затем медленно, с напряжением, тяните их в разные стороны, пока пальцы не разъединятся. Повторите 5-10 раз. Второе. Сцепите мизинцы. Потяните кисти рук, пока звено не разомкнется. Проделайте то же самое со всеми пальцами по очереди. Третье. Сомкните ладони и хорошенько разотрите их. А для массажа ног положите на пол массажный коврик или просто перед каждым подъемом с дивана массируйте подошвы. Такую терапию можно проводить и в течение дня, когда вы неважно себя чувствуете. Не забывайте о спорте. Чтобы сосуды были здоровыми, делайте упражнения. Это улучшает кровоток, прекрасно подходит контрастный душ, закаливание и бег трусцой. В теплое время года лучше заниматься на свежем воздухе. Но оптимисты считают, что единственный способ сохранить сосуды крепкими – настроиться на позитивную волну. И в тонусе будете и вы, и ваши сосуды. Все же наше здоровье в наших руках. Ешьте больше фруктов, овощей, дорогие друзья, и заботьтесь о своем здоровье. Мы продолжаем говорить о счастье. Впереди рассказ о женщине, которая нашла свое счастье. В чем? Узнаем вместе. Счастье – это особое состояние абсолютной удовлетворенности в данный момент времени, считает наша героиня. Наталья Зинурова знает, что счастью можно научить. Этим она занимается профессионально. Выбрала профессию еще в школе. В классе в 9-10 у нас было сочинение на тему того, кем вы хотите стать. То есть у меня так внутренне очень четко родилось, то есть психолог, психотерапевт, то есть это было совершенно какое-то вот внутреннее такое открытие. И потом начала двигаться в эту сторону. И чем больше я двигалась в эту сторону, в сторону именно профессии психолога, тем более я чувствовала, что это мое, что я на своем месте, что это для меня есть вот состояние счастья. Наталья – психолог. Возможность помогать людям преодолевать кризисные периоды наполняет ее сердце радостью и удовлетворением. В моей работе вообще очень нравится, наверное, все-таки востребованность, да, и отзываться на то, что важно и нужно клиенту. И я всегда очень с большим уважением отношусь к тем клиентам, которые приходят в психотерапию, на личную терапию, на семейную терапию. Я просто четко понимаю, какой это большой шаг, да, сделать для того, чтобы начать работать с собой и разбираться в себе. Для того, чтобы все-таки быть цельным и быть счастливым. Наталья ко всему подходит творчески. В работе использует различные методики для того, чтобы эффективнее помочь клиенту прожить ситуацию. Она помогает ему проиграть все, что происходит в его жизни. Иногда очень важно посмотреть на ситуацию со стороны. И в этом случае нам очень помогает одна из техник, очень больших и значимых системной семейной терапии – это расстановки. Но классические расстановки, они происходят в группе, они происходят с людьми, которые становятся заместителями, например, там, мамы, папы, там, мужа или детей. Да? Но мы не всегда обладаем такими ресурсами именно в процессе индивидуального консультирования. И в этом случае я применяю либо игрушки, либо фигурки, которые замещающие. Иногда бывают какие-то спонтанные вещи, я использую фломастеры, какие-то, вот, может быть, вот подручные материалы. Вот. И это позволяет посмотреть на ситуацию вообще со стороны. У Натальи замечательная семья, у нее 3 детей. Супруг тоже психолог. Семья – это огромная драгоценность. Она занимает самое важное место в ее сердце. Здесь ей хорошо и спокойно. И это то, чем она дорожит. Наша семья очень творческая, наша семья очень эмоциональная. Так же, как и любая семья, мы также проходим кризисы, но очень большая ценность на моей семье – это вот все-таки наши партнерские отношения с мужем. То есть мы друг друга слышим, друг друга понимаем. Если в чем-то мы не понимаем, мы стараемся договориться. Вот. И вот та близость, которая есть, которую мы поддерживаем, именно супружескую, она нам дает очень хорошую опору и в родительстве. Общаясь с Натальей, я увидела, как удивительно тонко и интересно строится наш разговор. И сама этого не осознавая, стала обсуждать с ней вопросы, касающиеся лично меня. И, надо сказать, получила ответы на многие из них. Я счастливый человек, потому что я нахожусь на своем месте. Я соединяюсь с чем-то очень важным, когда я работаю.
Я счастлива и радуюсь, когда я прихожу домой, когда я вижу глаза близких, я счастлива. Когда я придумываю какой-то совершенно замечательный творческий проект и его реализую. Общение со счастливым человеком помогает по-другому взглянуть на свою жизнь и обнаружить многие моменты, за которые ты благодарен судьбе. Будьте счастливы. Да, как же важно находиться на своем месте. Ну а мы продолжаем. Красивые, сильные, длинные локоны всегда в моде. Они символ женственности, мечта большинства девушек. Кто-то хочет отрастить волосы длиной 60 сантиметров, кому-то хватает и 40. Официальный рекорд по длине волос, согласно книге Гиннесса, 5 метров 62 сантиметра. Такие волосы отрастила китаянка Ксие Квипинг. Впечатляющий результат. Еще бы. А вот что думают о длинных волосах дети. Их рассуждения, как всегда, забавны, но не лишены смысла. Мы расскажем про длинные волосы. Длинные волосы нужны, чтобы для того, чтобы быть красивым. На них заплетают всякие венки, косички, заколки и резинки. И девочка из лохматой неярки превращается в красивую кавалеру. А мамам длинные волосы не обязательно. Они и так красивые. Из помады, из душа, из покраски. Если бы папа и мальчик отрастили себе длинные волосы, то бы они превратились сразу в девочек, и была сплошная скукота. И тогда никто не ездил на машине, не покупал деньги, не зарабатывал еду. Пусть лучше с длинными волосами останутся только злые волшебники. Девочкам нужны волосы, чтобы быть красотками. И бывают даже и белые, и черные, и оранжевые с кудряшками. А если кто-то хочет необычные волосы, тогда надо сходить в магазин и купить парик. А еще парики нужны для лысых дяденек и тетенек. Вот так. Вот так. Понимаешь, все же длинные, красивые, ухоженные волосы, они украшают любую девочку. Абсолютно любую девочку, но не мужчин. Хотя, как посмотреть, да? Ну а сегодня каждый телезритель найдет в программе нашего канала что-то для себя. Лично я постараюсь не пропустить очередной матч между Акбарсом и Магниткой в играх плей-офф. Я буду сидеть у экрана и заряжать нашу команду, а ты что будешь делать? Давай. А я, пожалуй, остановлю свой выбор на фильмах, благо, что их будет много. Елабуга. В этом небольшом городке находится единственный в мире мемориальный комплекс, посвященный Марине Цветаевой. Дом памяти, могила, бюст поэта, прогулка по местам, которые ее помнят. Рыцари вечности сегодня в 13:15. Мы привыкли закрывать глаза на явные проблемы, отговариваться молодым возрастом или хорошей генетикой. Мы думаем, что нас это никогда не коснется. Возможно, все поменяется после просмотра этого фильма. Не нужно бояться, нужно действовать. Я прошла, смотрите на ТНВ. И снова принципиальные соперники сойдутся в битве за Кубок Гагарина. Хоккей, каким он должен быть. Напряженный и непредсказуемый. Металлург Акбарс сегодня в 17:00 на ТНВ. А теперь о погоде. И о ней, как всегда, нам расскажет наш коллега Даниор Кинжаев. Где же он? Давай узнаем. Привет, Даниор! Привет, ребят, всем здравствуйте, доброе утро. Итак, я каждое утро выхожу на улицы Казани, чтобы вам рассказать о погоде здесь и сейчас. Но еще я вам рассказываю какую-нибудь интересную народную примету. Итак, начнем. Сегодня 20 марта, и этот день в старину называли Днем Василия Капельника. Все потому, что именно начиная с этого дня в Казани начинается оттепель, начинают течь ручьи и начинается, конечно же, звенящая капель. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит минус 9 градусов, как раз самое время для капели, а вечером температура воздуха составит минус 11 градусов. Относительная влажность воздуха сегодня составит 75%, а атмосферное давление сегодня будет 755 миллиметров ртутного столба. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Выходите на улицу, гуляйте и грейте себя и своих близких. Пока-пока.
Пока, Даниэль. Спасибо, Даниэль. Главное, сам ты не замерзай. А я вот заметила, несмотря на то, что особенно ночью подмораживает, притом довольно хорошо подмораживает, солнце настолько яркое, что понимаешь, что все, зиме осталось недолго нас морозить, и уже буквально скоро все растает, и наконец-то весна вступит в свои законные права. Это Друзья, точно. но тем не менее, весна – это обманчивое время года, так что одевайтесь, пожалуйста, теплее, заботьтесь о своем здоровье, и все же не забывайте носить шапку, это очень важно. Да. Но мы напоминаем всем нашим телезрителям, что повторы нашей программы вы можете посмотреть на нашем сайте www.tnv.ru. Также мы есть ВКонтакте, в Инстаграм. Подписывайтесь, оставляйте свои вопросы, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. К нам придут гости, ответят на ваши вопросы. Также мы есть в YouTube. Здравствуйте, мы продолжаем. Эту программу в большинстве своем мы посвящаем нашим телезрительницам. Следующие несколько минут мы отдаем модным советам. Чтобы на вас обратили внимание, вы должны его прежде всего привлечь. Неожиданный эффект всегда останавливает взгляд и заставляет присмотреться к вам. Попробуйте поэкспериментировать. Главное знать, какие элементы одежды и как сочетаются. Здравствуйте! С вами рубрика «В стиле» и ваш модный эксперт Селина Софиулина. В современном модном мире, казалось бы, уже не осталось таких вещей, которые не сочетались бы с друг другом. Но это не так. Все-таки существует несколько правил в одежде, которые не стоит нарушать. Интересно, какие? Тогда посмотрим. Простые вещи, очень нейтральные по цвету, не имеют оригинальных деталей и отделок. Сложные вещи – это все остальное и все то, что привлекает внимание цветом, дизайном и необычностью. Первый вариант – простая одежда плюс сложные аксессуары. Это самый простой и очень популярный в Европе способ комбинации одежды. В данном случае вы выбираете простую одежду, а к ней в контраст сложные аксессуары. Одежда в данном случае служит фоном, а аксессуары – акцентом. Сложными могут быть как только один аксессуар, так и несколько аксессуаров. Вот, например, данный костюм по фасону очень непрост, но цвет и монохромность образа делают его все-таки простым. Однако, если вы добавите, например, необычный головной убор и босоножки, то образ становится необычным. Второй вариант. Одна сложная вещь из одежды плюс все остальное простое, в том числе и аксессуары. Здесь вы выбираете какую-то вещь из одежды сложную по дизайну, цвету или текстуре, а все остальное оставляете простым. Простые вещи лучше всего брать в близких оттенках, чтобы они служили фоном для оригинальной вещи. Например, необычная блуза с воланами, яркого желтого трендового цвета, плюс простые джинсы, хотя на нашем примере они чуть сложноваты, и обычные лодочки. Весь акцент пришелся на блузу. Третий вариант. Две сложные вещи из одежды плюс все остальное простое. В последнее время очень модно сочетать 2, 3, 4 и более сложных вещей вместе. Однако это требует очень хорошего опыта подбора комплектов, интуиции и чувства уверенности в себе на случай, если вас будут критиковать остальные. На нашем примере необычное кожаное платье плюс сложные ботфорты винного оттенка и простая водолазка нюдового цвета. Как мы видим, весь акцент на необычных вещах. С вами была я, Селина Софиулина, и помните, быть в стиле – это просто. Ну а теперь поговорим о кулинарии. Мягкое, нежное или ломкое, хрустящее – это лакомство разное по фактуре, но всегда вкусное. Творожное печенье любят взрослые и дети, сторонники здорового образа жизни и те, для кого слово «диета» – пустой звук. Готовое печенье из творога продается в любой кондитерской, но домашнюю выпечку оно не заменит. Как приготовить идеальный десерт своими руками? Смотрите рецепт. Для приготовления творожного печенья вам потребуется 200 граммов творога, 1 банан, 250 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки сиропа агавы вместо сахара, треть чайной ложки соды, сок 1 лимона.
Банан предварительно нарежьте на куски и измельчите в пюре при помощи блендера или вилки. Добавьте творог, сироп и тщательно перемешайте. Туда же отправьте размягченное сливочное масло и муку. Соду погасите лимонным соком и лишь затем замесите тесто. Тесто должно быть густым и не липнуть к рукам. Разделите тесто на 2 равные части. Каждую раскатайте в пласт толщиной не более сантиметра. Теперь можно приступать к вырезанию фигурок при помощи различных формочек. Такое печенье выпекается быстро при температуре духовки в 190 градусов не более 12 минут. Приятного аппетита! Здравствуйте, мы продолжаем. И у нас в гостях наши утренние гости, которые расскажут о целях фестиваля, о участниках и фильмах тюркского кино, которые начинаются завтра. Мы говорим с Милюшой Айтугановой, директором Татар-кино, Мендерес Демиром, председателем Международной федерации журналистов Турции, и Мухаммадом Паразат, директором Центра азербайджанской культуры в Канаде. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Милюша Рабиевна, какие цели ставит перед собой этот фестиваль и на каких площадках? Ну, начнем с того, что фестиваль такого уровня в Казани, в таком качестве проходит впервые, а вообще-то тюркские фильмы наш казанский зритель знает, потому что в 2010 году в рамках фестиваля мусульманского кино мы показывали, в рамках Тюрксой показывали фильмы тюркского мира. Но вот именно этот фестиваль, он родился в прошлом году в ноябре, когда в Стамбуле была создана Ассоциация тюркского кино. И первой площадкой, где будут показаны фильмы тюркского мира, стал Татарстан, Казань. В кинотеатре «Мир» основные показы, но мы работаем в партнерстве с Домом дружбы народов Республики Татарстан, потому что все эти страны, которые будут представлять свои фильмы, имеют своих соотечественников в Казани. Это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Ну, естественно, и турков очень много в Казани. Я думаю, что именно с этой точки зрения фестиваль интересен, потому что будут показаны лучшие образцы кинематографа тюркского мира. И мы всех, конечно, очень ждем. В кинотеатре «Мир» ежедневно будет по 4 показа. Я думаю, что это очень интересный проект. Да, вот завтра открытие. С каким фильмом будете открывать фестиваль? Ну, мы, как хозяева, открываем фильм Татарстана «Бибинур», который был призером фестиваля мусульманского кино. И там самая лучшая женская роль у нас. Но фильм почему-то выбран этот, потому что, во-первых, он действительно один из лучших в татарском кинематографе. Во-вторых, потому что у него хорошая фестивальная история. И он является таким показателем уровня татарстанского кинематографа. И в этот же день мы покажем турецкий фильм «Красная косынка» по произведениям Чингиза Айтматова. И это будет такой первый день после открытия. А вообще каждый день 4 сеанса. Мендерес Бей, вот один из фильмов уже назвали. Какие еще фильмы на турецком языке будут представлены? Mülevşe Hanım festivalin amaclarını bize anlattı. Şimdi bir filmin adını da söyledi. Başka hangi filmler var, hangi filmlerle Türkiye katılıyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Tataristan'da olmak güzel bir şey. Tataristan halkına saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi bildiriyorum. Anadolu'da Во-первых, он onlara selam приветствует из getirdim. Анатолии, передает привет и уважение всему татарскому народу за то, что пригласили.
Ayrıca Yeni Asır Televizyonu'na ve sunucusu Rüstem Bey'e de teşekkür ediyorum bizleri konu ettikleri için. Tabii Miloş Hanım da anlattı, Türk Dünyası Kazan Filmleri Festivali belirli aşamalardan gelerek bu güne geldi. Müsaade ederseniz onunla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Ondan sonra filmlerle ilgili bilgi arz edeyim ben. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ikincisinde sağ olsun Tataristan'dan Miloş Hanım'ı, Türk Dünyası'nın değişik bölgelerinden önemli kültür sanat adamlarını, yapımcıları, yönetmenleri ve bu işle iştikal eden o ülkenin sinema sahiplerini davet etmiştik. Türk Dünyası birinci Фильмдилер Шурасы аdı altında. Tercüme ettik, потому что я все понимаю, мне нужно, чтобы зрители тоже. Во-первых, он хотел бы рассказать, как возникла идея вот этого фестиваля тюркского кино. Это произошло в Стамбуле, где проводился фестиваль документальных фильмов, и на нем присутствовали представители всех тюркских государств. И спасибо представителю Татарстана Милауше Ханım, которая пригласила и провести первый фестиваль тюркского кино здесь, в Казани. Bu toplantı neticesinde Türk dünyasından festivaller ve filmlerin gösterimleriyle ilgili kararlar çıktı. Sağ olsun Miloş Hanım da Türk dünyasında ilk defa bu festivali ve gösterimleri biz yapacağız diye bir cesaret ve irade ortaya koydu. Bu şekliyle bu festival oluştu. В Стамбуле были приняты некоторые решения относительно проката фильмов, создания фильмов, и Милауша Ханım предложила, что первый, самый важный первый фестиваль можно провести в Казани. Evet, şimdi sorunuza gelirsem, Türkiye'den bu festivalde şu anda 5 tane film geldi. Bunun bir tanesi Cengiz Aytmatov'un belirttiği gibi Al Yazmalım filmi, önemli bir film. Cengiz Aytmatov da Kırgızistan için, Türk dünyası için, edebiyat için, sanat için önemli bir insandı. Bunun filmin yanı sıra Dağ 2 filmi var. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın çektiği bir film, önemli bir film. Bunun yanı sıra Ertuğrul diye bir filmimiz var. Kocan Kadar Konuş diye bir komedi filmimiz var. Askeri, komedi, drama ve aşk filmi diyebileceğimiz Türkiye'den katılan bir film grubu var. Всего от Турции представлено на фестивале 5 фильмов. Первый из них, как уже было сказано, по роману, по произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке», «Ал Yazmalım». Дальше «Гора 2». Есть и комедийный фильм «Разговаривай не больше своего супруга», если дословно перевести. Разговаривай как муж. «Разговаривай как муж». Есть и боевик или исторический фильм «Эртурул». Все разные жанры представлены. Это прекрасно. И вот в продолжении вопроса, Мухаммед Бей, для вас. Будут ли представлены фильмы на азербайджанском языке? Muhammed Bey'e de sorumuz şu, Azerbaycan dilinde olacak mı festivalde filmler var mı? Evet, ben de öncelikle sizden davetinizden teşekkür ediyoruz. Biz buraya kabul ettiğinizde Rüstem Bey sizden de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da Menderes Bey'den teşekkür ederim ki Kanada Azerbaycan kültürünü bu festivale karıştırmış. Evet, biz de Azerbaycan dilinde filmler yani Türk dünyası yurt dışında yaşadığımız için ne filmler yapıyoruz, onları izah ediyoruz, veriyoruz. Onları inşallah seçiyorlar, karıştırıyorlar festival. Я могу сказать, какой фильм из Азербайджана. Октай Амир Касым, «Привет тебе, мой ангел». Это будет Азербайджан представлять. Нам интересен Мухаммед Бей, потому что в Канаде есть азербайджанский центр, который он возглавляет. И мне, например, очень интересно даже самой, а сколько вообще азербайджанцев в Канаде, и есть ли там кинематограф, который именно азербайджанцы делают? Miloşa Hanım'ın da size sorusu var. Kanada'da Azerbaycanlılar çok mu ve ne kadar
filmler, Azerbaycan dilinde filmler seyrediyorlar mı? Evet, orada aşağı yukarı bir 7-8 bin Azerbaycanlı var ama Azerbaycanlı şimdi dediğimizde iki türlü Azerbaycan oluyor. Birisi Şimali Azerbaycan oluyor, Bakü tarafı, birisi de İran Azerbaycan oluyor. Ben aslında İran Azerbaycanlısıyım. Toplam ikisini beraber bakarsanız aşağı yukarı 10 bin kişi var. Ve orada çok senede 2-3 kere böyle film festivalleri koyuyoruz. Sağ olsun Menderes Beygil de bize film gönderiyorlar. Orada Azerbaycan dilinde, Türk dilinde bütün günlerimizi geçiriyoruz. В Канаде на сегодняшний день живут разные азербайджанцы. Есть приехавшие из Азербайджана, есть приехавшие из Ирана. В целом они около 10 тысяч человек живут в Канаде. И время от времени мы проводим такие же фестивали, и представляется и кино на азербайджанском языке. Спасибо вам большое, наши дорогие гости. Да, мы хотим вас поздравить от всей души с началом вашего фестиваля. И самое главное, приветствуем вас от всей души на татарской земле. И поздравляем вас с весенним праздником Навруз. Это прекрасный такой праздник. Ну и, конечно же, мы хотели бы говорить об этом еще долго, и мы знаем, что есть о чем говорить, но, к сожалению, время нашего утреннего эфира ограничено. А вот еще какие культурные события ожидают сегодня жителей нашего города. Всем привет! Сегодня 20 марта, и с вами вновь Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Не бывает радости без слез, не бывает дыма без огня. Елена Ваенга в Казани. Она может петь все, что угодно. Русский романс, рок-музыка, босанова, соул и фанк. Но всегда четко следует главному принципу – если петь, то только вживую. В очередной раз один из золотых голосов России зарядит публику своей неповторимой энергетикой. Лестница любви. Обычная история. Любящие друг друга парень и девушка решили подать заявление в ЗАГС, но не предупредили об этом никого, решив, что это не обязательно. Но вскоре эта новость становится известной всем, а главное – родителям, которые вовсе не рады предстоящей свадьбе. К счастью, заканчивается спектакль хорошо. Интересный намечается вечер, не правда ли? Также хочу вам посоветовать романтическую комедию в 2 действиях. Смотрим! Спектакль «Пигмалион». Профессор фонетики мистер Хиггинс практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл и заключает со своим новым другом полковником Пикерингом пари, по которому профессор должен сделать из невоспитанной оборванки настоящую леди и вывести ее в высший свет. Искрометный юмор Бернарда Шоу, интрига, любовный треугольник, обстановка и общество старого Лондона, блистательная игра актеров не оставляет равнодушными никого. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока. На этом наша программа завершается. И сегодня, во Всемирный день счастья, мы желаем всем нашим телезрителям огромного счастья. Не унывайте, все у вас будет прекрасно. Осталось пожелать вам только хорошего дня. Берегите себя. Всем пока. С вами были Рустем Каримуллин и Асоль Мухамедянова. Встретимся завтра.